Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон принял глав делегации, участников 16-го заседания секретарей Советов Безопасности Шанхайской организации сотрудничества. На встрече приняли участие советник премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Давал Аджит, помощник президента, секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Асет Эсикешев, секретарь Совета Безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов, советник премьер-министра Исламской Республики Пакистан по вопросам национальной безопасности Юсуф Муид, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода, заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Узбекистан Бобур Усманов и директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиосов. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, Таджикистан, как действующий председатель Шанхайской организации сотрудничества, уделяет большое значение сегодняшнему заседанию Совета глав Советов Безопасности государств-членов. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в совместной борьбе с угрозами международного терроризма, экстремизма, сепаратизма, религиозного радикализма, опасностями роста транснациональной организованной преступности, в том числе незаконным оборотом оружия и наркотиков. При этом было подчеркнуто, что региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества может сыграть важную роль в обеспечении региональной безопасности и укреплении связей между государствами-членами в противодействии угрозам и вызовам современного мира. На этой встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества государств-членов в направлении обеспечения надежной информационной безопасности, совместной борьбы с киберпреступностью, а также вопросы биологической и продовольственной безопасности в связи с пандемией коронавируса. Особое внимание стороны уделили нынешней военно-политической ситуации в Афганистане и тревожным тенденциям ее эскалации. В завершении президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал успехов участникам 16-го заседания секретарей Советов Безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и с уверенностью заявил, результаты сегодняшней встречи будут плодотворными на важном этапе подготовки к Душанбинскому саммиту 2021 года и будут способствовать решению проблем региональной и глобальной безопасности. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона с президентом Республики Казахстан, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым. В начале беседы главы двух государств обменялись мнениями по итогам недавнего официального визита президента Республики Казахстан в Таджикистан и высоко оценили договоренности, достигнутые в ходе душанбинских переговоров на высшем уровне. В этом контексте лидер нации выразил уверенность в том, что последовательная реализация этих договоренностей будет способствовать неуклонному развитию стратегического партнерства двух стран. Президенты также подробно обсудили сегодняшнюю военно-политическую обстановку в соседнем Афганистане. Была отмечена важность всестороннего содействия практическому запуску межафганского переговорного процесса. Стороны с обеспокоенностью высказались о резком обострении ситуации в северных и северо-восточных районах этой страны, что приводит к росту напряженности и отрицательно сказывается на общем положении с обеспечением региональной безопасности. И в этой связи была отмечена важность продолжения тесной координации между соответствующими службами и профильными ведомствами двух стран, как на двухсторонней, так и многосторонней основе. В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по отдельным аспектам таджикско-казахстанского многопланового сотрудничества и некоторым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в целях усиления необходимых мер и предотвращения распространения инфекции COVID-19 провел рабочее заседание с заместителями председателя города Душанбе, председателями столичных районов, соответствующих структур и правоохранительных органов города, также с участием первых руководителей некоторых центральных органов государственной власти. На заседании были обсуждены вопросы выполнения решения республиканского штаба и нынешнее состояние предотвращения инфекционного заболевания COVID-19 в городе Душанбе, усиление своевременных мер для предотвращения от этой инфекции, в особенности проведения иммунизации жителей столицы, разъяснительных работ среди населения, строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил и проведения дезинфицирующих мероприятий в столице. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, дал указания руководителям соответствующих ведомств относительно принятия мер по усилению разъяснительных работ среди жителей и гостей столицы, в особенности в общественных местах, в дошкольных заведениях, а также учреждениях здравоохранения, парках отдыха и культуры, театрах, кинотеатрах, торговых центрах, потребительских рынках, ресторанах, столовых, кафе и других точках обслуживания, а также принятия необходимых мер и своевременного налаживания обязательного использования масок, антисептических средств и приборов, дистанционного замера температуры. Было дано указание председателям столичных районов и соответствующим структурам с привлечением специалистов подготовить специальные телевизионные передачи по предотвращению инфекционных болезней, наладить разъяснительные работы путем посещения домов жителей столицы, проведению дезинфицирующих мероприятий на рынках, в общественном транспорте, принятию строгих профилактических и противоэпидемических мер, соблюдению санитарно-гигиенических правил, профилактике и противодействию инфекции во время торжеств и обрядов, церемонии погребания. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, поручил с целью исполнения работ при управлении здравоохранения города создать специальную группу и о результатах выполнения работ в этом направлении ежедневно предоставлять отчеты председателю города. Сегодня премьер-министр Республики Таджикистан Кухир Расулзода провел встречу с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. Следует отметить, что Российская Федерация является одним из ведущих партнеров Таджикистана в области товарооборота. Так, в 2020 году товарооборот между этими двумя дружественными странами составил около 1 миллиарда американских долларов. За 5 месяцев 2021 объем товарооборота между Таджикистаном и Россией стал равен 418,2 миллионам американских долларов. В ходе встречи были проанализированы и обсуждены важные вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества в рамках международных и региональных организаций и институтов. При этом было отмечено, что сотрудничество между Таджикистаном и Россией находится на должном уровне. Стороны заинтересованы в активизации взаимодействия и в этом направлении непрерывно принимают все соответствующие меры. Сегодня в Душанбе под председательством таджикской стороны состоялась 16-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в Душанбе под председательством таджикской стороны состоялась 16-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие секретари Совета безопасности и официальной делегации республик Таджикистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Исламской республики Пакистан, Российской Федерации, а в формате видеоконференц-связи представители Китайской Народной Республики. В ходе встречи стороны в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере рассмотрели вопросы обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Стороны приняли к сведению информацию генерального секретаря ШОС и директора исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности в сфере обеспечения безопасности. Подчеркнули важную роль региональной антитеррористической структуры в содействии координации работы компетентных органов государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму. Основной упор в ходе дискуссий был сделан на подготовке к заседанию Совета глав государств-членов ШОС 16-17 сентября 2021 года в городе Душанбе.
В этом контексте состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также в области международной информационной безопасности. По итогам подписан протокол 16-й встречи секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС и принято информационное заявление. Карим Хайдар, Рану Азизи, телевидение, Таджикистан. Также сегодня в Душанбе под председательством таджикской стороны прошел экономический форум Шанхайской организации сотрудничества на уровне министров экономики и внешнеэкономических связей на тему укрепления сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной торговли и инноваций. В экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества укрепление сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной торговли и инноваций, состоявшегося под председательством таджикской стороны, приняли участие министры и представители стран-членов ШОС Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Российской Федерации, Узбекистана и стран-наблюдателей ШОС Азербайджана, Афганистана, Белоруссии, Ирана и частного сектора. На форуме были представлены рекомендации по развитию цифровой экономики, электронной торговли и инноваций. В работе форума было отмечено, что в соответствии с поручением президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в стране проведен ряд значительных работ по цифровизации национальной экономики, электронной торговли и упрощению торговых процедур. В частности, приняты концепция и программа развития цифровой экономики, а торговый портал Таджикистана работает с 2019 года и на сегодняшний день им пользуются более 270 тысяч человек из 40 стран мира. Было отмечено, что Республика Таджикистан увеличила долю внешней торговли со странами-членами ШОС до 61% и крупнейшими торговыми партнерами страны являются Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан. Участники форума выразили готовность в укреплении торгово-экономических отношений. По итогам форума с целью дальнейшего укрепления сотрудничества в вышеуказанных сферах в рамках ШОС участники приняли Душанбинскую декларацию. Зарубежные новости. В провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики была разрушена стена жилого дома. 9 человек погибли, 7 были госпитализированы с различными травмами. Польша собирается ввести обязательный 7-дневный карантин для всех путешественников из Великобритании в попытке сдержать распространение дельта-штамма коронавируса. Об этих и других событиях в мире подробнее в блоке зарубежных новостей. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.